Хлопково-текстильный кластер стоимостью свыше 200 миллиардов тенге создадут в Туркестанской области. Разместят его на территории СЭС-Туран. Инвестиции привлекут из Китая. Реализацию проекта премьер-министр Олжас Бектенов обсудил сегодня с главой одной из крупнейших хлопковых компаний Поднебесной Джаном Цихаем. Он отметил благоприятный инвестклимат в нашей стране и выгодные климатические особенности региона. Проект должен сформировать крупный агропромышленный комплекс с полным циклом от выращивания хлопка до выпуска готовой текстильной продукции. Запуск первого производства запланирован на октябрь. Жители 3 регионов синоптики предупредили о возможных разливах и подтоплениях. В зоне риска Жамбылская, Алматинская и Костанайская области. В последней под угрозой разлива местная река Уй. За прошлые сутки уровень воды в ней достиг почти 600 сантиметров, тогда как критическая отметка – 800. Причиной стало добегание воды за счет сборов с российской ГРЭС. На юге страны же разливы в реках могут спровоцировать сильные дожди и склоновые стоки в предгорных районах. Задержан мужчина, проникнувший в Кокшетаускую школу под действием наркотиков, сообщают в полиции. Сейчас устанавливается материальный ущерб, нанесенный образовательному учреждению. Правонарушитель привлечен к ответственности за потребление запрещенных веществ. Отмечу, накануне в сети появились кадры, на которых неизвестный проник на территорию городской школы и разбил окно. С порезанными руками он направился к корпусу начального звена, где вырвал закрытую дверь. Охранник, использовав тревожную кнопку, вызвал полицию. Никто из присутствовавших в школе не пострадал. Футболисты сборной нашей страны прибыли в Лихтенштейн. Там состоится матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Игра с местной национальной командой пройдет в ночь с 25 на 26 марта в 00:45 по нашему времени. Напомню, ранее казахстанцы уступили на выезде команды Уэльса со счетом 3-1. Однако, несмотря на прошлое поражение, в Лихтенштейне болельщики ожидают зрелищную схватку.